друзья, но все-таки мы готовы наконец-таки открыть сплавной сезон в Южной Якутии. Итак, задача номер 1. Сейчас заброска поближе верховья реки Чульман на так называемую поляну Халтам. Оттуда у нас будет тренировочный сплав на протяженности где-то около 2-3 километров. Мы поучимся, посмотрим, как на веслах ребята стоят. Потом таборимся, там есть избушка. На ней ночуем, проводим время, пикник. А завтра же у нас предстоит основной сплав. Это расстояние около 15 километров. Мы должны преодолеть и финишировать уже здесь, под мостом, на старый город. Так что, ну а пока сборы. Или посередке, или как? Смотрите сами. Между головами посередке пусти. Вот так вот, между этими. Все, закрываем. Ага. Ну все, как говорится, с Богом. Упаковались, стартанули. И пришло время немножко выдохнуть и поздороваться с вами. Друзья, всем привет, это испытано на себе. Сегодня вот такой замечательной командой мы открываем сезон сплава в Южной Якутии. Ребят, настроение как у вас? Отличное, отличное. Ну все, бодрячком, надеюсь, завтра же это же настроение сохранится и улыбки на лицах, погода, потому что у нас и прям. погода хорошая, да, потому что завтра у нас очень насыщенный и интересный день. Ну а пока едем на Халтам. Вот эти знаки должны быть по краям. Посмотрите, с какой стороны. Вот, подожди, разверни туда. Ты-то чем вот сам качаешь, когда сам? Там же был этот, подожди, переходник на него. Когда знаешь, все это проходит быстро и весело в предвкушении. Надо протянуть его. Это у нас был один случай, когда мы брали пятерочный порог на Муламе, Муламский водопад. И с одной стороны крепление было слабо прикручено и раскрутилось, и прям в пороге у нас один край ввязался. Было, конечно, опасно, но справились. Какую побольше, поменьше? Во! Нормалек. Угу. Еще чуть-чуть. И чопик. Давай. Еще чуть-чуть. Вот и все. У кого вещи мягкие, да, там чуть начнем сидеть, можно сюда себе подкладывать, да, так же самое. Сидеть да? Вот так, коленки и сидишь вот. Посередку кто сидит, тоже будет гребеть или нет? Нет, гребут только вот. Да? Я буду я посередке буду, да? Что-то Ну-ка, покажи. Или сапоги, да? Покажи, расскажи. Ну, узел называется булень. Когда всплывать будем, сапоги одевать? Или? Ну, чтобы экономить веревочку, Да нет. сделаем так. Или надо, чтобы она не болталась? Не, наоборот, да. Булень. Как называется? Булень, узел, булень. Булень? Да. Для буксировки, там, для чего всего. Так, каждый от себя я покажу, как уже дотянете. Так, вот так. Берем и через эту заднюю пропускаем. Так называемые стремена, да? Катался уже. Сплавлялся на этих, на катамаранах, знаешь, это, чтобы не выпасть. А мы без этих были. Просто.
Ну это просто, видишь, это кат спортивный. И он предназначен для таких горных, для штурма порогов категорийных. И поэтому тут, чтобы в порог, когда заходишь, там же крены всякие, там, ну, чтобы не выпасть, ты как в стременах стоишь. Ну и мог сам выпады делать с веслом, например, на воду. Шампанское в борт бить не будем, так поверим на слово. Но ответственный момент спуск на воду нашего спортивное сплавсредство под названием «Вольный ветер» сегодня впервые станет на воду в этом сезоне. Так, это чья? Такой лайфхак. Настоящий-то для сплава обувь, она дорого стоит. А я такую сборную сделал. Неопреновый носок, чтобы нога не мерзла. И сандалеты. Ваша задача гребсти максимально близко к краю. Вот так вот. Вдоль него. Чтобы не перегребать, нос не уходил. Понял. Не вот так вот загребать, а так. Ну, прямо, да, да. Да, потихонечку так. Мы темп поймаем сами. Сейчас просто я предлагаю сейчас вдоль скалки чуть выше поднимемся. И там вон перед перекатом, хопа, выйдем и пойдем потихонечку. Тут плесик, можно куражнуться. Угу. Стали на воду. Как говорится, открываем сезон. Открываем сезон. Ну, с Богом. Опа. Раз. Так, передний гребем. Два. Все, вперед, вперед. Все вперед гребем, все вперед. Все вперед, вперед, вперед. Можно живее чуть. Давай ему разгончик дадим, тяжеленький он, оп. Гребем, прочувствуйте водичку. Завтра увидимся. Не, гребем прямо. Да. Вон, Пошли. Весла поглубже в воду можно. Прям по самым. Основные команды, значит, такие, да? Это право-лево. Говорю, право на борт, значит, правый сильнее. Сейчас табань. Толик, притабанчик. Вот. Когда говорю табань, левый гребем, лево на борт, значит. Все, сейчас полным ходом. Так. Ну, сейчас давайте проверим ваши силы. Разомнемся немножко, да? Давай на максималках попробуем. Чтобы мы уже уверенно были. Вот когда нос чуть-чуть заносит, да, ты, да, чуть притабаним. Да. Так. Ну что, попробуем? Идем туда на перекат. Поехали. И раз! Раз! Опа! Вот это веселуха! Так, притабанчик, ты будешь гребать. А мы гребем. Раз! И все, гребем. Гребем, оп! Раз! Оп! Вот течение. Раз, Опа! два. Ну все, рулим его. Не-не-не, давай разворачивай, все, пошли. Молодцы. Ну все, кушаем, отдыхаем. Вот это наш Халтам. Скалочка. А здесь мы устраивали как-то этот джампинг. Клифф-джампинг. Сюда прыгали. Здесь глубина хорошая. Но там даже подставка осталась, мы туда доски сюда. Он сделай постамент и прыгали. Круто. Ну все, друзья, мы встали на воду. Сезон открыт. Уже настроение сразу поднимается. Давно. Ну теперь главное, чтобы, как говорится, наш
духи воды, реки и природы благоволили нам, потому что мы с благим делом идем. Мы снимаем и рассказываем всем тем, у кого по каким-либо причинам нет возможности посетить наши края, посмотреть на них. Мы вам обязательно это все покажем и расскажем, как у нас красиво и в какой республике мы живем. Туалет здесь, да? Под крышу стал, вдруг дождь пойдет. Ну что, нам несказанно повезло. Мое излюбленное место на реке Чульман в Верховьях. Это вот такая изба, летняя кухня, изба. Хочу еще раз поблагодарить тех, кто ее содержит в таком чистом, опрятном состоянии. Конечно, спасибо, мил человеку, кто построил это, кто придумал это. Спасибо тебе большое. Ну, мы вот так вот обустроились. Здесь мы тент натянули, сюда мы вещи поставим, рюкзак, который нам нужны. Разместимся мы половина в избушке, половина здесь ночевать будет. Ну и еще, чтобы показать вам, здесь тоже такую импровизированную летнюю кухню сделали. Натянули тент, потому что все-таки по прогнозам у нас гроза и дождь, но пока солнышко, но временами все равно дождик есть, но гром гремит. В общем, мы на месте, работа бурлит, работа кипит. Сейчас заводим костры, мангалы и готовим традиционный праздничный ужин, посвященный Дню России и, конечно же, началу празднования нашего великого праздника Исах, который начинается, кстати, Нерюнгинский район один из первых начинает его праздновать именно 12 числа. Ой, это вообще тяжело. Вам не курица. Друзья, какая приятная компания собралась. Все знают, что делать. Я неоднократно говорил, когда идешь в тайгу, тем более на воду, когда встаешь на катамаране, всегда стоит вопрос к команде. Мне он интересно, до сих пор утку ему самая мама досталась. Такая кропотливая работа, да? Это ощипывать утку. Вот посмотрите, обратите внимание, да? Уже поменял, уже сам такой в пуху. Это наш добытчик, да? Вот у нас сегодня будет такой вот очень интересный, экстравагантный ужин. Уже, в принципе, мы даже до начала сплава уже попробовали этих всяких вкусняшек, интересных, которые, в принципе, по большому счету, Южную Якутию обходят стороной. Но знающие люди, да, всегда знают, что в якутской кухне есть масса деликатесов, которые очень вкусные, ну и необычные. Все, вода вскипела. Интересный момент такой, как рассчитать, сколько заварки нужно. Уже привычно, да? Ну, знаешь, что? думаю, двух хватит. Все, хорош. Идти. Мы готовим утку, будем жарить жаркое. Сейчас будем лук и перец. Так, и перемешиваем. Все готово. Добавляем уже непосредственно мясо Все, нашей зажарки. потихонечку вот так. И будем перемешивая.
Доброе воскресное утро. Замечательный день. Тьфу-тьфу-тьфу. Договаривались же, есть такое понимание, что в походе о погоде нельзя говорить, чтобы не сглазить. Но тем не менее все великолепно. Выспались. Всех спрашивал, все довольны. Ну, и пришло время основного нашего сплава. Сегодня по расчетам предварительным на воде нам предстоит провести около 5 часов без остановок, чтобы успеть к главному событию, к празднику Иссах в Нерюнгри. Мы должны финишировать, открою вам секрет небольшой, должны мы финишировать прямо на обрядовой поляне. Мотивация есть. Все, сейчас будем грузиться. Сейчас иду, проверю катамаран. Ну, пока иду, объясню вам, да. Сплав у нас происходит на спортивном сплав-средстве под названием катамаран. Он 4-местный, но у него хорошая грузоподъемность, поэтому на борт я взял 6 человек. Плюс вес. С учетом того, что у нас река очень обмелела, мало воды. Я думал, будет гораздо больше. Но очень мало воды в Чульмане. Поэтому, думаю, будет у нас впереди должно быть пару мест. Там есть пару перекатов, таких очень мелких-мелких. Но там, наверное, придется бурлачить. Ну, по расчетам закладываем. Ну, а даст Бог, пройдем все, пролетим махом. Будет один затяжной плес, где придется поработать веслами. Ну, надеюсь, ребята перекусили, выспались, сил набрались. Так что будем идти. Уже по ходу, когда встанем на воду, я уже дам какой-то, скажем так, курс молодого бойца, да, как вчера у нас был тренировочный заплыв, такой, немножко посмотрел, как ребята могут, кто-то уже более опытен, кто-то впервые сплавляется. Вот. Сегодня основная задача научить ребят самостоятельно управлять катамараном, как нужно правильно гребсти и самое главное, как строить маршрут, то есть выбирать струю, где струя, куда уходит. Этим мы займемся, но пока будем грузиться бодренькой походкой на воду. Вот такое вот место радушно приютило нас. Конечно, еще раз и не раз хочется сказать слова благодарности тем, кто содержит такое замечательное место. Ну и, конечно, светлая память Палычу, который все это организовал и построил. И всем тем, кто сейчас это все содержит. Здесь уже я бываю неоднократно, поэтому еще раз говорю искренне спасибо. Спасибо за такое прекрасное место. Но мы уже стартуем. Все, переночевали и за собой оставляем порядок. Как было, так и есть. Хочу показать вам, что ничего. Все аккуратненько. За собой мы убрали. Все чистенько. Ну и, конечно же, настоятельная просьба всем, кто когда-либо, да не только здесь, в разных местах, всегда за собой убирайте, пожалуйста, мусор. Потому что у нас такая красивая природа. А если мы будем так халатно к ней относиться, то что мы оставим нашим детям, внукам, правнукам и вообще на будущее поколение? Не думаем об этом, а надо. Ну все, на борт. Давай чуть задний ход. Ваша сторона тоже давай задний ход. Да, вот так. Табань. Табань. Все. Скорость! Вперед! Ну, когда пошла? Вперед! Проходим.
Красота. Красота. Ребята, не на катамаране спускаться, а тащить катамаран, наверное. Просто есть несколько мест, где мы проходили. Вон там уже впереди что-то видно. Вперед, вперед, вперед. Давай, вот. Давай. Еще. Движемся. Все, вышли потом. Не-не-не. Все начинаем. Я же хозяйственный человек, она-то знает. Нет. У него так нормально. Табань. Все, Андрей. Вот. Ходом. Пошли вперед. В баню. Все, пошли вперед. Давай. Опа! Ничего. Пройдем. Да. Мы назад, левый, назад, задний ход. О! Вперед! Все, вперед, пошли. Все? Кое-как проскочили. Тучка дождевая догоняет, да, ветер. Вот, перекатики. Вот этого гребня держимся. О, повольно! Деревья держится. Еще раз добавь. Так, все выравниваем, вот здесь пройдем. Должны пройти. Такая мелкая. Мы должны не будем надеяться, а будем работать, Андрей! Такие матросы у нас впереди. Резвые, выспались. Очередной плесик. Мы набираемся сил. У нас тут даже есть барная стойка. Так что все по высшему разряду. Даже места бизнес-класса. Или как еще прозвали тут ненароком, дополнительный моторчик, да? Какая красота. Пуливание 10:30. Полтора часа мы на воде. В принципе, думаю, в расчетное время должны уложиться. Ну, там как пойдет.
потому что вода маленькая, много затяжных плесиков. И под левый берег уходим. Все, пошли ходом. Раз. Да, притабань, чуть, табань, чуть. Пошли. Все, пошли, ход. Табань. Все, молодцы, отдыхаем, вышли в струю. А? Да, по гребню. Прям по гребню. Финишная прямая, друзья, у нас. Видите, как музыка встречает. Праздником! Праздником. Праздником! Ты гребешь, постоянно гребешь. Греби, давай, постоянно греби. гребешь. Давай. Чалимся. Че, как ощущение? Нормально, отлично. Зачем? Ну, поздравляем всех с праздником, а у нас финиш. И финиш не просто, а финиш праздничный. Сейчас мы с вами причалим катамаран и пойдем посмотрим, как в Нерюнгри празднуют. Так вот почему, друзья, наш этот сплав назывался «С корабля на бал». Потому что реально так получилось. Наш финиш на Обрядовой поляне города Нерюнгри, где в данный момент проходит праздник Песах и День России. Прямо успели к самый разгар праздника. Наш город посетил, кстати, Айсен Сергеевич Николаев. И сейчас его речь будет поздравлять. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Tavallah Nерюнгри ütөманы жон хәркәте рахтан чугастан кәлпет күнде олжыттар бука барагытын бүгүнгө үрүләк төөнән Нерюнгри херигер үрүң тунакы үктеметнән онна Россия бүккөннән ититик истендек ардалыбын көңүлләр. Дорогие друзья, нерюнгринцы, гости, от всего сердца поздравляю вас с сегодняшним замечательным днем, с нашим национальным праздником Исех, который сегодня отмечается в Нерюнгринском районе, и, конечно же, с нашим государственным праздником, с Днем России. Ну что, друзья, праздник в самом разгаре. Наша команда работает, как всегда, в поте лица. Ну и я, наверное, буду завершать. Накормили вкусно, спасибо Чульману. Сейчас еще зайду в Иенгру. Сейчас будет обход. Но будем завершать, друзья. Это была программа «Испытывать на себе». Меня зовут Сергей Козюров. До следующей недели. Всех с праздником. Любви, счастья и здоровья. Пока.